Ни для кого не секрет, что люди, отлично владеющие ораторским мастерством, всегда будут востребованы обществом и смогут найти себе работу. Как правило, они выделяются среди окружающих и в конечном итоге оказываются успешными руководителями, политиками, бизнесменами, журналистами, писателями, преподавателями. Свои первые шаги на пути к развитию ораторских способностей уже сделали юные сибайцы. В парламентских дебатах, организаторами которых являются молодежный парламент города и клуб ЮНЕСКО, приняли участие ученики из 8 школ города. Наш клуб начал свою работу 1 марта 2014 года. И с тех пор мы ведем активную работу по развитию всесторонней личности ребенка. Это всевозможные конкурсы, волонтерское движение. И сегодняшнее мероприятие – это дебаты, турнир первый, городской. Мы хотели бы, чтобы весь город принял участие в этом замечательном турнире, интеллектуальной игре «Дебаты». На первом этапе дебатов для учащихся был проведен обучающий мастер-класс с участием известных людей Сибая. На втором школьники закрепили полученные знания на практике. Командам давалась конкретная тема дебатов, одни выступали за предложенный тезис, другие против. Мне поможет это в университете, мне поможет это в дальнейшем жизни, потому что я хочу свою жизнь связать с общественной деятельностью. И умение работать с публикой, умение развить свои ораторское мастерство, оно нужно для каждого человека. Конечно, проверка себя, проверка своих качеств – это выход из зоны своего комфорта, что всегда развивает тебя как личность в первую очередь. И такие проверки порой очень полезны бывают. Это встряска полностью тебя. Несмотря на свой короткий опыт участия в дебатах, юные ораторы показали отличные результаты. Особо отличились команды школы лидеров Центра детского творчества, школы номер 6 и школы номер 8. Организаторы же планируют сделать данное мероприятие ежегодным. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.